Я вот видео решил снять, и заголовок уже тут же вынырнул, готовый. Может, его и поставлю. Меня любили казахские бабушки. Это я заметил когда? Ну, когда после университета одно время начал изучать Коран, там запоминать, приезжал в родное село, отец меня водил читать Коран. И я уже рассказывал, что первый раз пригласил меня именно житель села наш казах, Буджай-ага, замечательный. И он как раз посвятил вот этот маджлис, у нас у татар говорят, тому, что у него дочь пошла в первый класс. Я уже рассказывал, что у казахов пора каждому поводу садака. Отец всегда отвечал в них вот это вот гостеприимство всегда, гостелюбие. И в следующий раз, помню, через 10 лет, когда дочь школу закончила, у нас такого не было. У родителей 10 детей, попробуй там каждого. Да, были по другим поводам садака там. Ну, насчет того, что в армию идет, да, делали садака обязательно. С армии вернулся, не знаю, но в армию когда шли точно. А потом помню, и молодежь гуляла. Помню, отец, он там в Одессе один брат, ныне, к сожалению, ковид унес в позапрошлом, кажется, году. Да, и он вышел и в эту комнату малую заплакал. Впервые я видел единственный раз плачущим отца, потому что он его сильно любил за то, что он во многих отношениях очень добросовестный. И даже когда он там что-то, педагог, а он что-то там, значит, в каникулы работал и терпеть не мог работу штукатура, но, несмотря на это, он старался довести до ума. И он, как говорят, перфекционист. У себя, когда дома доводил до ума дом, и в подвале, и где-то, говорит, в подвале стена, и полдня он работал над ней, ему что-то не понравилось, он ее все разрушил и снова начал выравнивать все, штукатурить. И в морфлот ушел он на 3 года там, рассказывал, что им апельсины давали, вино, апельсины дефицит. А вино почему? Я уж как-то обмолвился, что движения, вероятно, мало там у подводников. И поэтому, чтобы кроветворение или, значит, в общем, для расширения сосудов что-то, видимо, давали. Там по 100 грамм буквально, что ли, вина, или 50, или 100. Отдельно расскажу, но просто к слову пришлось. И вот, даже когда с братом другим, который Коран читал, мы здесь, он у меня жил, приехали в село, а они ради меня впервые, наверное, в селе такой был казахи. Вначале чай, потом бишбармак, потом опять чай уже из уважения ко мне. Но вот у казахов, наверное, любовь сильнее была к детям. Я не буду даже говорить, как там насвай называли. Это не тот насвай, который кто-то скажет, да. Это просто дети, когда мимо проходили, они, особенно очень маленькие. Казахи поймут, те, которые в селах выросли, в аулах. Вот, и при этом они тоже вот тентек болма. В семье, где как минимум 3 поколения бы жило, всегда воспитанные дети были. Уважение, как я говорил, проходит казахский парень мимо, когда, значит, татарский проходит, и сянбасыс абы там с отцом нашим поздороваться, по имени назовет и дальше идет. Казахский парень проходит, мы вот стеснялись как-то подойти, порасспрашивать. Нас родители, как в свое время, видимо, комплекс, что ли, выработали, вот особенно у некоторых, и мы стеснялись подойти к взрослым и что-то порасспрашивать. А у них вот проходит и ага, калкалай, все расспрашивает подробнейшим образом, как-то участие или там проявляет в том, что происходит в семье, расспрашивает все подробнейшим образом. А отец из приличия
Потому что даже если он не хочет, он все равно будет вежливо и с приличия отвечать, потому что на садака его зовут в основном казахом. И когда я тоже вот позвали брата и меня, и не начинали бешбармак, ждали, когда я на автобусе приеду из райцентра. Хотя брат читать мог. Вот они тоже пари называли. Вот казахский язык, он немножко так не подходит, у нас под арабский подходит. Казахи безупречно, конечно, говорят на русском языке без акцента. Это еще ответственный нашей редакции сказал, в казахском нет, у них там акцент, они говорят. А у нас вот это вместо че там и прочее мягкое Я когда акимият говорил, у меня племянники внучатые угорали там в городе Аксай, племянница там, вот как это дядя их там говорит, акимият, аким, а у них аким что ли, твердое, у нас мягкое. Вот. Особенностей много было. А в татарском есть там сугасиган, говорят, сугасиган. Родители строгие были, поменьше было вот таких вот мягкости, доброты. Может, их много было у родителей, или любимчики выросли. Ну, кто-то был еще любимчик, со мной рос вместе. К нему, конечно, более терпимое отношение. И вот не могли соседского мальчика там они отругать, просто говорили сугасиган. Это словосочетание имеет, оценка имеет какое-то, знаете, свое, как сказать, объяснение. Не просто так сказано сугасиган. Дело в том, что в одном из хадисов пророка Мухаммад, алейхиссалям, Мухаммад Мустафа, алейхиссалям, сказано, что не загрязняйте стоячие воды. И вот сельские мальчишки, они иногда, вот бывает, что взяли и, извиняюсь, помочились там в озеро там или куда, чем вызывать гнев. И они могут только к родителям сходить, сказать, но из-за этой мелочи не будут. И они только так душу отводили, говорят, сугасиган была. И вот, когда он тоже говорил или матерился, или что-то такое, родители чьи-то слышали, и слышали, как этот мальчик чей-то там, татарский или там другой, невольно он, ну, как сказать, плохое влияние оказывал на его сына, и он не мог там пойти и за эту шум поднимать. Зачем отношения портить между соседями? Родителям, когда хвалишь детей, тогда они радуются, а так нет. И вот говорили, сугасиган, строгость. Вот у казах всегда, как отец говорил, напрямую в лицо говорят правду, и всегда за это уважал. И когда я же рассказывал, и эпизод такой был, Зулиха апа, мы проходили, она с сигареты шла, такая полусогнутая, у нее пенсия была небольшая, Марат был внук, и он иногда выпивал, а она переживала, приходила и рассказывала нашей матери, жетим, про себя говорил, что одинокая, и сынок иногда, вот, ну в селе же не всегда работа есть, поэтому иногда сынок сидел на шее матери, она вот сокрушалась, вот, но могла это, как у нас боксёс говорят, послать, если ты неуважение проявил, она, как сказать, у нас вот индикатором вежливости была на татарском краю села. И то, что она была, хотя резкая, отец уважал за то, что она, говорит, не юлит, она в лицо говорит. Вообще, он говорит, вот брат говорил, вот Соль-Илецкий живет, сейчас вот он, как Назарбаевка называют, там часть в городе Соль-Илецкий, ближе к железной дороге, там очень улицы целые казахские, там шутку называют Назарбаевкой, он там, и он в свое время говорил, вот они, ну как он говорил о своих друзьях, которые там в данном случае не казахи, но все равно в лицо, говорит, правду говорят, и отец говорил про казахов, тоже в лицо правду говорят, и вот они, значит, вот обычно предпочитали всегда. И говорил я уже, что когда отец резал, то там все субпродукты, он говорил, я этому не дам, я лучше вот это там Зулихе дам, она правду в глаза говорит. И у них всегда вот это ценилось, и она проходила с сигареты, в руке держала, мы встречные пацаны ей кричали салам бердек, и она была очень счастлива. Сейчас по прошествии десятилетий, я думаю, да, действительно,
как там брат, к сожалению, ныне покойный в Одессе говорил, зять любит зять, а тесть любит честь. Вот люди, которые старшее поколение, постарше, они любят честь. И вот мы здоровались с ней, она была счастлива, говорили, бакат ты бол, бакат ты бол. Такая мелочь, да, поздороваться с бабушкой, которая могла нас это и со всех сторон взять и обработать своими словами. Еще от родителей бы досталось за то, что там непочтительный был. И она так очень реагировала на простой там поздоровался, салям бердык, салям бердык. Когда вот наши братья казахские начинают мне там учить не так, не так, извините, у вас может по-другому, у нас казахи салям бердык говорят, хотя тот саламат сызба, это где-то там, я же говорю, если даже в Татарстане тут в разных районах по-разному люди разговаривают, по-разному иногда вот что-то отличается у них, речь там, что вы хотите, огромнейший Казахстан, 2,5, что ли, миллиона, если не ошибаюсь, квадрат-километров. И хотите, чтобы все они говорили одинаково, что ли? И вот мне вот вместо рахмет вот пишут, вот, значит, ты так, не так. У нас в селе даже татары казахские слова употребляют. И татары к ним не цепляются, говорят, вот не так употребил. А кто-то может там взять в социальной сети, там у тебя вместо того, чтобы понять тебя, начинает там что-то там, как будто это я. Я, как говорится, что вижу, то и пою, что слышал, о том и говорю. И вот у нас они всегда, хочу сказать, хотя в селе живут, не безоблачно отношения бывает, но на национальной почве практически никогда не было. Бывает, знаете, ирония судьбы. Мой с детства приятель, казахский парень, он, значит, когда-то мама его что-то недовольна была, решила душу отвести и говорила там с угрозой, с ноткой угрозы в голосе, вот мой сын приедет, но айларына атырға қошамыз, я скажу ему, стреляй, мол, татар. Что-то там с татаркой. Мы тоже не ладили, там иногда могли, но просто терпели, молчали. А некоторые вот бывали вот так вот говорили. И вот было у нее, а потом, когда родителей этого парня не стало, по соседству он уже как чуть ли не приемный сын стал у одних там татар, и они его очень любили. Их сейчас уже нету, этих татар. Он ходил, им помогал, и они его как-то, значит, сказать, поддерживали в разных смыслах, включая, значит, материально как-то, за то, что он помогал. А свои дети у них, один с Бахусом не смог завязать, хотя и кодировался, и ушел из жизни. Другой уехал в другой населенный пункт, и она там, татарка это мне вот конкретно жалует, что сынок не приезжает совсем. И вот он приходил, им помогал. Свое трудолюбие показывал, честность, добросовестность. Вот, и они его очень близко, как родного, значит, угощали, в баню звали. Вот, пожалуйста, как там это комедия у нас позавчера, что ли, прошло, на Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди, и что там, Мягков замечательный, как раз он играл в это время Хрущева, и говорит, когда увидел у героя, который играл Кокшенов, черное ухо, говорит, вот это пример дружбы народов. Вот у нас дружба народов без шуток, без иронии была, без громких фраз. Просто на этой территории мы вынуждены были относиться с уважением друг к другу, ибо там вера одна, язык мы... Вот я уже рассказывал, что не будь казахов в нашем селе, татарам был сложнее был язык сохранить. Мы были подпоркой, наши родители друг другу. Потому что если татарин начнет говорить на татарском, могли сказать националист. Так мы с казахами, наши родители говорили на казахском. Это разве национализм? Нет. Казахи с татарами на татарском. Это разве национализм? Нет. И вот эта мудрость наших как раз родителей, она во многом вот сейчас вот что-то сохранилось благодаря этому. И приезжаешь в родное село и можешь пойти. Я как-то говорил, что когда приезжаю в родное село, сразу иду к казахам. Да, 2 раза я приезжал в родное село этим летом, оба раза. Сначала я вот у казахов ночевал, 2 ночи я ночевал у Хадишапа, дай бог и здоровья, 92 или 94 года, 92. Другой раз у Гульджамал, бывший одноклассница, 2 ночи приходил, ночевал. И вот
И замечательно принимали. Легче сидишь, свободнее, раскованнее. Бывает, что у татар своих сидишь, особенно в городе, например, да, еще тем более в крупном каком-то областном центре. Все равно какая-то скованность, даже если твои родственники. А у казахов какую-то, знаете, ощущаешь как-то свободу, раскованность. У нас вот Каюм Насыри, замечательный наш просветитель, он писал многое интересного и познавательного, и народные обычаи наши приводил, и в том числе, что у татар было там, чтобы на гостю давали подушку, он когда покушал, отяжелел, чтобы он полулежа прилег, отдохнул. Я же сказал, что у нашей там невестки одной православной сидел в гостях, и за столом сидел, просто сомкнул веки, и ее дочь от первого брака на меня накинулась, за столом не спят. Что меня резануло, конечно. У казахов дают гостю подушку, на тахте, пожалуйста, отдохни, посиди. Вот локтем оперся и все. Так теперь отгадайте с первого раза, кому я в гости пойду в первую очередь. Вот. И как говорил наш вот Макарага, он Исентимир считали фамилию, или что там. Его не настоящее имя, казахское было другое, но сложно было имя. Вот, и как раз он говорил, я уже привожу, потому что родители постоянно цитировали его. Жаксыны жаксы дею керек, жаманны жаман дею керек. И поэтому я когда вот в прошлом году начал говорить о том, что действительно положительно надо отмечать. Потому что любому человеку, даже если говорить, какой он хороший, этот человек, даже если он внутренне понимает, что он не достигает этого уровня, он стремится таким быть. А если человека, значит, пытаться нагнуть, что-то такое оскорбительное сказать, оценку дать плохую, при этом, что немаловажно, не подчеркнув положительные черты, потому что человек не бывает на 100% плохим или хорошим. Это дети, говорят, воспринимают взрослых там или что там, или думают, плохая тетя, плохой дядя или хороший. А люди-то, взрослые-то, им дано нормально анализировать и оценивать человека. В каких-то вещах человек добрый, где-то плохой, в какой-то в разной степени он хороший, в какой-то степени плохой. Вот, так что я вот снял в прошлом году под Новый год, и мне там просмотры пошли, я в Казахстане был. И я не попадается, когда иногда человек, который там негатив сплошной у него, тот же казах, допустим, я не парюсь, и потому что я вырос среди них, разные были. Я помню одноклассника, который, несмотря на наличие у меня старших братьев, гадости любил делать. Вот. Почему-то непонятно там. И что? Теперь вот давайте это. Это не повод для того, чтобы там негативно оценивать нацию. Это, знаете, прописные истины. Надо всегда положительно видеть, прежде чем, допустим, негативно отзываться о ком-то или о народе. Сначала надо, если не хотите хотя бы это сказать, то просто вспомните про себя, сколько добра сделали представители этого народа. И тогда, может быть, глядишь, смягчатся ваши оценки. С учетом вот этого. И вот когда я еду, допустим, мы как родных бабушек воспринимали. Одна, к сожалению, вот бабушка, она в Одессе на руках у сына невестки украинки ушла из жизни в Одессе. Они две сестры жили, муж у них на войне погиб. У них замечательный сын, и вот его не стало, к сожалению, когда не стало вот этой украинки гостеприимной, которая мне звонила, в отличие, ну я не во всем могу плохое сказать про невесток, там, жен братьев, но такого не было, чтобы они звонили, где ездишь, приезжай, там, борща поешь. А она, совершенно чужой мне человек, звонил, я по Одессе еду, звонок, спрашивает, купил билет? Я говорю, отрымал квиток. Она, вот, приезжай на борщ. И приятно, все равно приятно. И вот он замечательный человек, но, к сожалению, его нет. Но я этим летом приходил в соседнее село, кстати, один из тех, кто в этом селе я ночевал, Кудай, как говорится, день саулок берсен, он смотрит. Я даже, когда зашел из нашего села, шел пешком и заплутал там.
А потом Куран читал, и вот мне навстречу два казахских парня, они коня искали или кобылу, что-то лекарство дать, но не нашли. Меня взяли с собой, обратно привезли и к дому подвезли. Я говорю, давайте в магазин сбегаем, в гостиницу. Маган дукинга баро кирек. Кушчина шалуга. Нет, это все. И вот захожу, и тут два брата замечательных, это родственники нашего одесского друга, моего родного брата Алексея из Одессы. И мне вот вопрос сразу, чуть не у порога, а вы, говорите, у вас есть в Ютубе там аккаунт, что? Я говорю, да, это, да, про Покровку вы там что-то. Я говорю, да, я вас, говорит, по голосу узнал. Я думаю, что он и сейчас он смотрит. Ему большой привет. Как говорится, я думаю, Всевышнего надо просить о том, что вот такие замечательные люди не переводились среди нашего братского казахского народа. Они лишний раз как раз служат укреплению наших связей. Вот нету много поколений, многовековые есть, а поколений нету. И они вот своей добротой, своей вот открытостью, гостеприимством, щедростью, они вот гранитные просто, как сказать, основу закладывают наших братских отношений. Вот за что им низкий поклон. Пусть вас Аллах хранит, здоровье даст, богатства, какие вы желаете. Это самое главное, мне кажется, здоровье, и чтобы день саулық, вот говорят всегда, Құдай день саулық берсін. Аман болыңыз.